أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Субхану ва Тааля создал жизнь на этой земле, создал все то, что нас окружает, то, что мы чувствуем, видим, слышим, ощущаем, осязаем. И Он великий Создатель, и определил после этого свод законов и правил для своих созданий, как жить на этой земле. И назвал вот эти свод законов и правил религией. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, что сегодня я закончил вам ниспослание своей милости и сделал законченной религию. И религию назвал исламом. Что такое ислам? То есть подчинение тем моим религиозным законам, которые я вменил вам в виде свода правил и законов. Аллах Субхану ва Тааля определил нам эту религию и как бы разделил на три составляющих. Первое – это иман, вера. Что такое вера? Это человек своим разумом или через объяснение, или сам, он начинает, как в истории с пророком Ибрагимом или в других историях, через внушение, через откровение Аллаха, например, к пророкам, как доходила религия, мы видим, что Аллах Субхану ва Тааля, или то же самое, как пророку Мухаммаду саллаллаху, Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Джабраиля и приказал ему, говоря, что читай «Икра бисми раббика аллади халяк», то есть произнеси именем Аллаха бисмиллахи рахмани рахим и читай. То есть в разных вариантах, в разных историях Аллах Субхану ва Тааля обращается к разуму человека и говорит: «Иннама ятадаккаруна улюл альбаб», то есть вспоминают Аллаха, думают про Аллаха, размышляют про Аллаха и начинают верить в Аллаха люди умные, у которых есть разум, которые могут размышлять. То есть вера человек сначала понимает и потом признает это сердцем и выговаривает языком. Он оглядывается вокруг, он находит Аллаха, он вбирает в себя Аллаха, то есть начинает верить в Его. Он понимает, что кроме Всевышнего Аллаха ничего не существует. Только Он единственный Создатель. Он может оживить, может убить. Он может пропитать, Он может оставить голодным. Он может дать силу, Он может забрать твою силу и наслать тебе болезнь. Он может осчастливить тебя, Он может оставить тебя несчастным. Это вера. Вторая составляющая религии – это ислам, то есть действие. Действие тоже подразделяется на несколько видов. То есть это признание, свидетельство, что Аллах един и нету Ему равных, и свидетельство признания посланнической миссии пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. После этого Аллах Субхану ва Тааля определил нам ежедневную молитву в виде пятикратного намаза. После этого Он определил нам закят, то есть выделение милостыни из тех средств, которые нам Аллах Субхану ва Тааля нас одарил, которые Он нам дал. И после этого Аллах Субхану ва Тааля требует от нас, приказывает: «Я юхалладина аману кутиба алейкумус сиям». О, те, которые уверовали, вы уже уверовали, вам предписан пост, ураза, в месяц Рамазан. И после этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, что вам предписан хадж для тех, которые могут дойти туда, для тех, которые могут достичь мест, для тех, у которых есть богатство, здоровье, и что спокойно на пути прохождения для хаджа. Что такое хадж? Мы уже приблизительно знаем. Это паломничество, как его называют по-русски, но не совсем соответствует значению слова паломничество, потому что паломничество — это бывает святые места, но в данном случае мы называем его, оставляем
в своей терминологии как хадж. Хадж в определенное время, в определенном месте для определенного поклонения Всевышнему. Мы направляемся к Каабе, к символу единства Аллаха. Кааба считается символом единства Аллаха, символом веры в Аллаха. И мы всегда во всех своих молитвах обращаемся в сторону Каабы. И во время этого хаджа Аллах Субхану ва Тааля в этот месяц, в месяц Зуль-Хиджа, определил такое еще одно действо, как курбан. Курбан в переводе обозначает приближение к Аллаху. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Абтагуль василяту валь фадиля». То есть ищите разные пути для приближения к Аллаху, разные василя. И в данном случае Аллах Субхану ва Тааля нам предлагает для того, чтобы мы пожертвовали что-то нам дорогое в виде животного, для того, чтобы не пролилась человеческая кровь. Мы знаем по истории, что первая жертва была у сыновей Адама, у Кабиля и Хабиля. Курбан, жертвоприношение, определяет еще в человеке, этот человек, он щедр или скуп. Аллах Та'аля говорит, что если вы щедры, мои рабы, вы будете приближены ко мне, и я буду доволен вами. Если Аллах будет нами доволен, то значит мы будем в гущах рая, в райских гущах. Если бы же Аллах Субхану ва Тааля говорит, что я гневаюсь на скупых, Он отдаляет тех людей, которые скупы. И знаем эту историю про сыновей Адама, где в Коране аят Корана говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, ватлу алейхим наба бнай Адама бил хакки, идh қараба курбанан, фатуқуббила мин ахадихима, ва лам ятақаббал мин ал-ахир. Қала инни ақтулук. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يديك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك». То есть вспомни весть, донеси для своей уммы весть о сыновьях Адама, говорит Аллах Субхану ва Тааля пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Когда произошел спор между двумя сыновьями Адама, между Хабилем и Кабилем, Адам по повелению Аллаха призвал их принести в жертву. Жертва Хабила была принята, потому что он по своей щедрости взял самого откормленного барашка и зарезал и вознес хвалу Аллаху. Кабиль же из-за своей скупости взял охапку соломы и поджег, и сказал: достаточно дыма, ведь до Аллаха не доходит ни кости, ни шерсть, ни шкура, ни кровь, ни мясо жертвенного животного. Достаточно вот этого дыма Аллаху. Он увидит, что я принес в жертву. То есть он оказался скуп. Но после этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, что из-за того, что он принял жертву Хабиля, Кабиль вдруг разозлился и говорит, что я тебя убью. То есть иногда мы видим это в своей жизни, что некоторые молятся Аллаху, и их мольбы принимает Аллах, и другие завистливые люди начинают завидовать и говорят, что почему же ему все везет? А для того, чтобы везло этому человеку, ты, мусульманин, ты, человек, должен быть богобоязненным. Ты должен ночами прославлять Аллаха. Ты должен обращать постоянно свой лик. Ты постоянно должен полагаться на Аллаха. Иначе невозможно. Как же ты ходишь по земле, грешишь и думаешь, что жизнь будет вечна, и вдруг обращаешься к Аллаху и просишь у Аллаха: помоги мне. Аллах говорит: докажи, достигни моего довольства, тогда помогу. То же самое случай произошел. Кабиль говорит: я тебя убью. Хабиль говорит, что даже если ты протянешь руку, чтобы убить меня, я не дотронусь до тебя. Я знаю, что Аллах вместе с теми, которые на Него полагаются и которые очень сильно богобоязненные. Второй случай из истории – это история пророка Ибрагима, которому Аллах Субхану ва Тааля внушил в своем сне,
что Ибрагим несколько раз подряд во сне видел, что ему нужно принести жертву Аллаху, самого дорогого. Аллах Субхану ва Тааля через Ибрагима обращается ко всему человечеству, что вы должны пожертвовать для Аллаха самим дорогим. Что такое самое дорогое? То, что вы чувствуете в своей душе. Для него самым дорогим был Исмаиль, за которого он молил Аллаха. Он говорит, что не бросай меня в старости, не оставляй без наследства, о Аллах. И Аллах даровал ему Исмаиля. И он оставил его в пустынном месте, где не растет ничего, где нету воды. Около Каабы он оставил их вместе с матерью. И Аллах Субхану ва Тааля накормил, напоил. И он, Исмаиль, его сын, вырос богобоязненным. И после этого Аллах Субхану ва Тааля внушает ему: принеси в жертву своего сына, потому что это очень дорогое для тебя существо. Он сказал, что слушаю и повинуюсь. Сами'на ва атa'на. Я услышал тебя, Аллах, и повинуюсь. И повел, чтобы принести в жертву. Эта история тоже всем известна. И напоследок Аллах Субхану ва Тааля, увидев богобоязненность, увидев истинную веру Ибрагима, он приказал архангелу Джабраилю, ангелу Джабраилю, говоря, что: «О, Джабраиль, принеси из райских гущ барашка, и с этого момента я требую от человечества, чтобы человеческая кровь не проливалась, чтобы не было человеческих жертв». То есть Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, подтверждение вот этих аятов говорит, что курбан, приближение к Аллаху в виде принесения жертвенного животного, это действительно обязательный. Как его понял имам Абу Ханифа, рахматуллахи алейхи. Он говорит, что да, действительно, обращаясь к Аллаху, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям, он сказал, что «Фасалли ли раббика ванхар», о Мухаммад, прочти свой намаз и принеси жертвенное животное. Исходя из этого аята Корана, в мазхабе Абу Ханифы считается, что принесение жертвенного животного в жертву считается ваджибом, обязательной частью религиозного действия. Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, говорит, что «Ман кана лаху саатун», если у кого есть возможность, «валам юдахи», и не приносит жертву, «фала якрабанна мусаллана», то есть пусть не приближается к тем местам, где мы совершаем молитву. Исходя из этого хадиса, другие масхабы сказали, что это сунна муаккада, то есть утвержденная сунна, но, как мы знаем, что приближенная к ваджибу, приближенная к обязательности. То есть некоторые говорят, что это обязательно, некоторые говорят, что это сунна принесения в жертву. Мы же говорим, исходя из трудов ученых, опираясь на трудов ученых ханафитского масхаба, шафиитского масхаба, маликитского, ханбалитского масхабов, говорим, что некоторые ученые высказались, опираясь на аят Корана, некоторые высказались, опираясь на сахих хадис. Но, что бы то ни было, мы говорим, что это очень сильный призыв и обращение Аллаха к нам. Если есть возможность, если есть нисаб, мы должны принести в жертву жертвенное животное. Кто же приносит жертву? То есть кто же совершает, какой же мусульманин должен совершать жертвоприношение? Во-первых, он должен быть мусульманином, это мы все понимаем, потому что человек, который не мусульманин, он, если он не принял Аллаха и пророка Мухаммада саллаллаху алейхи салям своим сердцем, он не может принести в жертву жертвенное животное. Он должен быть свободным, то есть раб или те, которые по тем или другим причинам не свободны, то есть с них это снимается. После этого должен быть нисаб. Нисаб, то есть в данный момент на территории Татарстана казы и совет улемов определили это, что нисаб у человека должен составлять 20 тысяч рублей. Если у него
кроме тех своих расходов на свои нужды, ежедневные нужды, у него на сегодняшний день имеется лишние 20 тысяч рублей, он должен зарезать, принести в жертву. Но нисаб, как мы знаем, это определяется, выносится фетва у казим или советом улемов, и мы подчиняемся им. В фикхе же нисаб определяется, что, одним словом, тот человек, который может выплатить садакатуль фитра, он должен зарезать, принести жертвенное животное, должен зарезать. То есть, какое же жертвенное животное должно быть? Оно должно быть здоровым. Если это рогатое животное, если у него сломано меньше половины рога, если у него отрезано меньше половины, то есть частичка ушей или что-то у нее там, или копыта, что-то сломано, то если это животное может дойти до места заклания, то это действительно может принести, можно совершить жертвоприношение этим животным. Но если больше половины, нету уха больше половины, если нету рога, сломаны рога больше половины, или хромое, или истощенное животное, то это не разрешается. Потому что Мухаммад ﷺ говорит, что когда вы приносите жертву, когда совершаете жертвоприношение, приносите жертву из тех, которые вам дороги. Они должны, не жалейте для Аллаха. Это должно быть упитанное, действительно, такое хорошее животное, чтобы это можно было принести в жертву. Потому что некоторые думают, что если я вот принесу в жертву там, небольшое, чтобы снять с себя ответственность, там, истощен или что-то, чтобы меньше заплатить, это будет как-то нехорошо, это неэтично. Мы это называем макрух, то есть не рекомендуется, нежелательно. И мы можем разгневать Аллаха. После этого мы говорим, что в жертву приносятся только домашние животные. Это в виде верблюда, должно исполниться 5 лет, 5-летний верблюд должен быть. Или из числа крупного рогатого скота, им должен быть, это в виде коровы, буйвола, быка, там должно быть 2 года, или же в виде мелкого рогатого скота, в виде овец или коз. Если овца, барашек или коза, если они достигли года, то есть если им исполнился год. Но если барашек, если овечка, ей исполнилось 6 месяцев, и она выглядит как годовалая, то это тоже разрешается. В противовес козе. Если козе исполнилось 6 месяцев, и она не годовалая, то в данном случае жертва не приносится. Когда же начинается жертвоприношение? Жертвоприношение, если в деревне, если в селе нету такой мечети или такого места, где прочитываются гаит-намазы, то там после рассвета, после того, как восходит солнце, им уже разрешается начинать жертвоприношение. Но в городах, где читаются гаит-намазы, праздничные намазы, там после прочтения праздничного намаза. Здесь есть высказывание пророка Мухаммада, если вы совершили жертвоприношение до праздничного намаза, то вам нужно принести еще одну жертву после праздничного намаза, потому что тот не считается пока как жертвоприношение. Она должна после прочтения праздничного намаза совершаться. И есть своеобразная молитва, мольба перед тем, как зарезать. Человек должен не издеваться над животным. То есть для того, чтобы орудие заклания должно быть очень острым, чтобы животные не закалывались перед другими животными, чтобы другие животные не видели, как их собрат приносится в жертву. И после этого нельзя точить
перед этим, ножи свои перед этим животным, для того, чтобы не испугать. И нужно знать, что это священное животное, которое приносится в жертву Аллаху. Для меня не доходит ни мясо, ни кости, ни шкура, ни шерсть, ни кровь, говорит Аллах. До меня доходит ваша богобоязненность. Я смотрю на ваши богобоязненности. Аллах не смотрит на вашу внешность. Аллах смотрит на ваши сердца и на вашу богобоязненность. И перед Аллахом ваши самые успешные считаются те, которые более богобоязненные. Говорится в Коране. Аллах Субхану ва Тааля обращается к нам. Из-за этого мы говорим, что после того, как мы зарезали это жертвенное животное, мы его распределяем на 3 части и раздаем, и из одной части мы еще хотя бы должны вкусить оттуда. Потому что мы знаем, что если халяльное мясо, это будет как лекарство, то и мясо жертвенного животного еще более полезнее. Если сравним с простым лекарством, простое халяльное мясо, то можно сравнить с антибиотиком мясо жертвенного животного. Я это говорю для сравнения, не утверждая, просто для сравнения, для того, чтобы человек мог понять. Во время заклания есть своеобразная мольба. Мольба, где говорится «Куль инна салати ва нусуки ва махьяи ва мамати лилляхи раббил аламин Аллаху Акбар». То есть скажи, мои молитвы, мои мольбы и моя жизнь и моя смерть принадлежит Аллаху. Аллах превелик. И после этого мы приносим в жертву. После этого мы еще должны знать, что перед праздничным намазом за день, называется день Арафа, в данном случае за день до праздничного намаза, после утреннего фарза, после фарза утреннего намаза начинается ташрик такбиры, то есть где восславляется Аллах. И продолжается в течение этого дня, в течение праздничного дня, 3 праздничных дней, и заканчивается 4-м днем, то есть всего 5 дней, на 4-й день заканчивается послеполуденным аср и кенди намазом. И до этого дня постоянно произносим Аллаху Акбар, ла иляха илляллаху, валлаху Акбар, ва лилляхил хамд. После каждого намаза, фарз намаза, после каждого 5-кратного намаза. Жертвоприношение совершается после того, как восходит солнце в первый день праздника. Праздник продолжается, как мы знаем, 3 дня. Праздник жертвоприношения. И начиная с первого дня, с восхода солнца, через полчаса, как заканчиваются праздничные намазы, мы начинаем резать и заканчиваем каждый день до захода солнца. На следующий день, во 2-й день праздника, опять после восхода солнца, начинаем свои жертвоприношения до захода солнца 2-го дня. После этого в 3-й день праздника тоже начинаем резать свои жертвенные животные до захода солнца 3-го праздничного дня. Некоторые говорят, что нужно в первый день успеть. В отличие от намазов, что намаз разделен на 3 части, что первое самое, то, которое приносит нам больше вознаграждений, второе среднее вознаграждение, третье вознаграждение поменьше. В данном случае нет такого, что в первый день, что в последний день. Принесение жертвоприношения или чтение аят намаза, то есть они все одинаковые. Мы уже должны еще для себя усвоить то, что после прочтения праздничного намаза это должен быть действительно праздник. Мы должны посещать друг друга, мы должны посещать своих родственников, живые они или мертвые. Мы должны сходить на кладбище, помолиться за их души. Или если у нас нет возможности сходить на кладбище, то дома, в присутствии своих родственников, помолиться за них, за их души, и попросить прощения за них, и попросить блага, благодати, бараката для своей жизни, для своих детей, мира, спокойствия, для своей Родины и процветания.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.